Этот кыргыз осмелился сделать замечание самому Сталину прямо в Кремле при всех. И это не анекдот, это Жусуп Абдрахманов. 1930 Москва. Заседание ЦИК СССР. Все уже на месте, но одного нет. Сталин опаздывает. В зале гробовая тишина. Никто не осмеливается даже шептать. И тут входит он, вождь. Все встают, кроме одного. Кыргыз, молодой, в костюме. Это Абдрахманов. Абдрахманов встает и спокойно говорит: товарищ Сталин, вы опоздали. Заседание должно начинаться вовремя. В зале шок. Кто-то нервно кашляет, кто-то опускает глаза, а Сталин молчит, а потом холодно отвечает: был важный телефонный разговор. Но этот момент запомнили все, потому что никто не осмеливался говорить с вождем так, но он это запомнил. И запомнил не только это. Вскоре в руках Сталина оказался дневник Абдрахманова, где тот критиковал политику Москвы. Абдрахманов не просто делал замечания, он отказывался исполнять приказы, вредные для его народа. Он выступал против переселения кыргызов и разрушения их хозяйства. Осмеливался спорить с центром, с самим Сталиным. В 1937 году его арестовывают. На допросах он не отказывается от своих слов, а в 1938 году его расстреливают как врага народа. Не за замечание, а за то, что не предал свой народ. Жусуп Абдрахманов